двигаемся в сторону Таджикистана. Долина, чудная долина. Чай, май. Что продают? Вот каждые 100 метров. Саварканд! Да-да-да. Мы наконец-то остановились на мойке машины. Мороженка капец какая вкусная. Красный. И мы все едут, и мы едем. Да. Так и ездим. Мэпс у нас, как всегда, ведет по самым укромным местам. Заехали мы в Таджикистан. Может быть, сегодня здесь и останемся. Доброе утро. Вот это виды. Ничего себе. Вообще. Тут у нас завтрак. Наконец-то такие виды. Наконец-то. После пустынь. Сначала степи трое суток, потом пустыни 4. Неделя, прикиньте, прошла. Сегодня уже 8-й день нашего путешествия. И мы доехали вот до такого офигенского места. И здесь прям остались ночевать. И так круто поспали вообще. Вот наша машинка стоит. А там тоже горы. Обалдеть. Если вам интересно, что я кушаю по утрам, это вот такие вот кашки маленькие. Порция как раз мне хватает. Кофе, всякие сладости, лепешка, колбаска. Ой, тут у нас вот продукты, целая куча. Здесь обычно хранятся ложки там, всякие эти кружки. В канистру, в термос тоже набираем воды чистой. Скоро будет много родников, наберем много чистой воды. Так мы кипятим чай. Вот. Есть дыни недоеденная, сейчас будем доедать. Рыба, кстати, есть еще недоеденная. Блин, какие виды. Ой, я так рада, это так красиво. Вот здесь вот французы отдыхают вместе с нами. Вот этот Ишак вот кричал сегодня и кричал. Еще нас понюхал что-то. Нам же не сюда. Не сюда, так я не вижу. Да машина едет. Французы нам помахали. У них там стиральная машина есть. В этом, в микродоме. Какое прекрасное время года. И какая красивая страна. С прекрасными видами. Из окна. Вон там горы, заснеженные вершины. Как красиво. Едем в Таджикистане. Кто в футболке, кто в фуфайке. Тут такая погода умеренная. Не жарко и не холодно. Прям тютелька в тютельку. То, что надо. Значит, мы сейчас проезжаем населенный пункт, и вот так чисто, так вот прибрано везде. Даже вот проезжали сейчас типа рынка, нигде ничего не валяется. Так аккуратненько все везде. Обрабатываются земли. Они вот с утра уже вон в полях там что-то сажают, работают. Внутри очень хорошее чувство. Так спокойно, так размеренно. Это вообще, не знаю, может быть, потому что первый раз мы в этой стране, или все интересно, вот с такими вот шарами там смотрим на этот мир. На каждый поселок, на каждое дерево, там горы. Мы направились на знаменитое озеро Искандер-Куль, жемчужину Таджикистана. Это самое большое и красивое озеро Фанских гор, расположено на высоте 2195 метров над уровнем моря в Сагдийской области. Ехать нам нужно было всего порядка 150 километров.
И чем больше мы углублялись внутрь страны, тем больше становилось гор. Мы будто ныряли в объятия Таджикистана. Я не знаю, может быть, я через несколько дней устану это все снимать, пока мне не хватает. Вообще хочется все заснимывать, все запечатлеть. Типа, мы уже отвыкли за год, наверное. Отвыкли за год, да. Люди вот живут на подножии горы. В таком красивом месте. Там выложены эти камнями забор, как в Дагестане. Строили это вообще для новичков, вот который первый раз поедет, для него это будет вообще, да, вот так вот просто взрыв. Почему, интересно, в телефоне? Надо вот рядом поставить что-нибудь для того, чтобы показать, насколько высокая гора, да? На горе, вот там вот, столько разноцветности что-то. Это вот что за домики, интересно, такие? Люди живут, что ли, там? И что там за горизонтом? Какой новый горизонт событий, да? Вот так вот. Даже не видно. Что там внизу даже не видно. Вот, а потом еще и поворот. Заезжаем в первый туннель. Галерея. Ой, такой туннельчик, пик! Дырочка в горе. Это защита оползня. Защита от оползня. Везде эти родники, а набрать воды не можешь. Потому что остановиться негде, да? Дорогу ходит, убирает, здоровается. Ты видел, поздоровался? Вот не скажешь по видео, что мы спускаемся или поднимаемся, непонятно. А здесь достаточно такой крутой спуск. Есть смотровая площадка, да, Вот здесь, конечно, не видно ни высоты, ни... Ну вот если по Сереже определить только. Так, антишум включила. Вот Сережа, да, и вот гора. Вот так вот дорога уходит вверх. О, там название даже есть. Я сейчас понимаю, что вот это же получается трасса прям, да? Прям, которая идет в Душанбе, столицу Таджикистана. Я имею в виду, что она такая не загруженная, только мало здесь машин. Блин, смотрите, какая гора красивого цвета. Сейчас такими серпантинами едем, но телефон, как всегда, не понимает, где спускаемся, где поднимаемся, для него все ровно. Все-таки нет вот этого 3D-шного эффекта, по ходу дела. Вот, как будто вообще ровная дорога. А по сути мы поднимаемся сейчас. О, опять поселение какое-то. О, какой красивый домик. Такие живут себе потихонечку. А там вон горы везде. Здесь горы, везде горы. А здесь вот гора вообще другая какая-то.
лысая, разноцветная. Большинство таких, наверное, будет дороги потом, да? Вон там, где машина едет, мы ездили сейчас. Говорят, горы не любят суеты. Здесь не получится быть быстрым. Они просто не пустят. Здесь нужно замедлиться, чтобы успеть заметить, как тени меняют форму скал, а река шепчет на своем языке. Вот это вообще величие. Опять же, Барафок какал. Мы решили остановиться для того, чтобы пропустить вот эту вот машину, а то у меня видео только с попы этой машины получается все. Очуметь, эти горы. Они реально не передаются, да? То, что ты видишь вот эти горы, тут, которые рядом и которые дальше, они сливаются в одно. Таджикистан – это не просто страна. Это перекресток цивилизации, где веками встречались Восток и Запад, кочевники и землевладельцы, ислам и зороастризм. Здесь когда-то была Бактрия, земля, которую Александр Македонский завоевал и оплакал, поняв, что мир не помещается на ладони. Здесь проходил Великий Шелковый путь, главная артерия древнего мира, связывавшая Китай, Индию, Персию и Рим. Именно на территории современного Таджикистана жили и творили гении, чьи имена знает весь мир. Авиценна – великий врач и философ, уроженец этих земель. Рудаки – основоположник персидско-таджикской поэзии, слепой поэт, который воспевал красоту гор и любовь. Фирдауси – автор эпической поэмы «Шахнаме», воспевший героев и царей древнего Ирана и Таджикистана. В 1929 году Таджикистан стал союзной республикой в составе СССР. Тогда же были построены города, заводы и те самые дороги, по которым мы сейчас едем. Таджикистан был самой южной кузницей Советского Союза. С 1991 года независимое государство. Горная страна, где 93% территории занимают горы. Живут здесь около 10 миллионов человек. При этом здесь говорят на 24 языках и диалектах. А главное богатство Таджикистана – это люди. Гостеприимные, терпеливые, умеющие жить в красоте и тишине. С ними мы познакомимся чуть попозже, через пару серий. Это где-то 2-3 дня на самой вершине Памирских гор. А пока мы едем по Афанским горам. Метр за метром, вираж за виражом. Мы нанизываем километр на ось времени. И чем круче подъем, тем острее чувства. Здесь нет места суете и дедлайнам, только мы, шум мотора и величие, от которого захватывает дух. Мы поднимаемся выше, туда, где воздух становится прозрачней, а звуки глуше. А готовы ли вы к тому, что увидите? Мы держим курс на озеро, которое скрыто пока от глаз. Но разве может быть что-то прекраснее этой минуты абсолютного чистого предвкушения? Это ж прям вытекает вода из озера. И превращается в Искандар-Дарья. Магазин здесь маленький. Вот так вот выглядит озеро Искандар-Коль. О, красота. Картинка хорошая.
кажется, им интереснее всего в этом мире. Все. Вертолетная площадка президентская. Вот это пещера. Нет, а может да. Нет, не она. Это какой-то кишлачочек. Че, холодная? Классно? Классно? Пещера Македонская называется. Вон-то на этот, в кишлак надо зайти посмотреть. Какая чистая. Там, кстати, нарисовано этот. Капелька воды. Я капец сколько времени снимала, как всегда. Вот так похоже на хохлы, да? Bu koktu böyle. Halen ileri inelim. Ничего, как залез Серега высоко. А я хочу до кишлака вот этого дойти. Что это за домик там такой? Не, ну. Македонский так македонский, чё? Это, наверное, просто так назвали. По мне, так здесь жил, наверное, какой-нибудь чувак, который познавал там себя, познавал секреты мироздания. Так-то красиво тут, конечно. Озеро, горы вон. Китайцы. Че, весь заморался, да? Пыльно там? Мы эту речку переходили в эту сторону, то китайцы смотрели, как мы переходим. Аж достали по телефону, начали снимать. Че, передышка прикольная? Ой, а все дальше и не проехать же. Дорога-то куда-то идет в этот. С какой стой? На ту сторону нет дороги? На той стороне? Нету там дороги. Вода холоднющая, просто вообще капец. Блин, зато такая свежая. Надо просто быстрее переходить, иначе жира başlarında. О, Allah dayım. Ужас. Серега пошел воды набрать немного, хотя бы чтобы мыться. Ну, умываться, лицо мыть, там руки. Потому что у нас вся вода закончилась. Ой, ходаем, какой ветер. Фуф. Вертолетная площадка, кстати, вот, пожалуйста. Вилла тут президентская. Круто, да? Че? У нас вообще офигенный обед на берегу офигенного озера. Вот это да. Искандер-Коль. Озеро, которое названо в честь Александра Македонского. Легенда гласит, что великий полководец был так очарован этим местом, что назвал озеро своим именем. Когда-то давно ледник спустился гор, пробил себе путь и оставил после себя эту чашу глубиной 72 метра.
длиной почти 3,5 километра и шириной больше 2. Вода здесь кристально чистая и невероятно холодная, даже летом. А по берегам цветы. Они растут прямо среди камней, маленькие, смелые, живые, словно сама природа говорит. Жизнь возможна даже здесь, на высоте больше 2 километров над морем. Мы стоим на берегу, дышим этим ветром и чувствуем. Все правильно. Мы здесь. Вот это виды, ничего себе! Мы направляемся в столицу Таджикистана, город Душанбе. Нам нужно туда попасть для того, чтобы оформить разрешение на проезд по Памирскому тракту. Но это разрешение выдается только в Душанбе в определенные часы по определенному адресу, а без него никак. Планы у нас такие: приехать, найти офис, посмотреть время работы, снять квартиру, вечером погулять по Душанбе, а утром уже официально оформить заявку. В интернете написано, что это стоит 100-200 рублей, поэтому никаких проблем быть не должно. Мы уже так высоко поднялись и поднимаемся еще выше и выше. Вон там деревушечку видно далеко. Никаких ограждений, ничего нет. Видишь, это как на этом Кыштым. Ой, не Кыштым, Ой. кто он? Карабаш. Черный-то. Еще выше идем. 2200 почти. А нет, что-то диккат. Машина перевернута лежит. Какие-то дырки в скале. Шахта. Горно перерабатывают. Шахта. Откуда она льется с таким напором, да? Вообще совершенно горы. Заехали в облако и попали внутрь дождя. Мы въезжаем в тоннель, который называется Тоннель Независимости. Его длина 5040 метров. Чуть больше 5 километров под землей, представляете? Его строили иранцы. Открыли в 2006 году, но достраивают до сих пор, почти 20 лет. Местные водители прозвали его тоннелем смерти. Света здесь нет совсем, только фары машины вырывают из темноты куски бетона. Вентиляция не работает, воздух тяжелый, спертый. Мы едем сквозь гору слепую и не знаем, увидим ли свет с другой стороны. Для Таджикистана этот тоннель больше, чем дорога. Он соединил север и юг страны, вывел ее из транспортной блокады, стал символом, даже если символ до сих пор строится. Ой, близится свет, ничего себе, сколько вообще, сколько. Это вообще... Я ж... Я не хочу туда выходить. Что они там продают? Какие-то штуки продают. Что, чек? Смотри, вот там машина вообще. Я смотрю, как там люди это пританцовывают, торгуют грибами. Грибом одним. 2 гриба. Один гриб один схватил, второй гриб второй. И какие-то эти штучки продают. Это капец как красиво. Может, фотку сделаем? Где? На улице где?
Все, Сереж такую фразу сказал. Все, что не делается, делается с нами. Вон там речка еще протекает внизу. И снег лежит. Вот это вот снег белый. А так сползает с горы. Совершенно гор. Сейчас нам предстоит еще спуск, по-видимому, по вот этой дороге. Че, как колеса? Нормально? Едем. Такое освещение красивое вообще. Просто картинка. Нереальной красоты. Обзор такой вообще. Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный хожу по равнинам. И в тихих беседах, и в шумных пирах я молча мечтаю о синих вершинах. Когда мы уйдем, улетим, когда оседлаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины. Юрий Висбор. Барашки, козлики. Ослики это пастухи, получается. Привет, привет, там что-то еще. Это не та речка. Не Искандер, а Дарья. Но она грязная, Искандер Дарья, такая чистая такая. Искандер впадает в какую-то речку, которая в ту сторону горы. А это в эту сторону. Снег. До снега добрались. Платная дорога здесь. А? Кто дает денег? Да. Тоже дадим чах. Здравствуйте. Сколько будет? Что там? 29. 29? 29. Спасибо. 29. Такое место какое-то красивое. Это я видела уже. Цветы продают, стоят прямо вдоль дорог. Ать! О, какова красота! Представляете, сами, видимо, делают букетики. Там что-то платить надо, слушай. Опять что ли? Ну ладно, мы уже к этому были готовы. Сколько? 20? Да, опять. Здравствуйте. Сколько? 5. Спасибо. А вот написано было даже 5. 5 самани. А бумажка ничего не дает? Но сейчас не
Дали, до этого дали. Это мы заехали уже в Душанбе. Это типа мы по Душанбе едем, Рахатлян. Такое все зеленое вот. Не знаю, какой город нас встречал с таким количеством зелени. Розы, представляете, цветут. Конечно, они продают это самое. Цветочки все, если они растут вон на заборах. Где они? Я хотела заснять, они перестали расти. Я вообще не поняла, мы заехали в Душанбе или не заехали в Душанбе? Я жду, чтобы были такие буквы большие, как Голливуд написано. Трехдышно. Душанбе? Да. Там же была эта вывеска Душанбе. Маленькая, что ли? Как обычно было. Нет, я такое тоже видела. Все, Так мне надо, чтобы было вот такое огромное, чтобы типа как... Душанбе? Нет, как Голливуд. Типа написано было таким вот буквищем. Мне кажется, у нас в Волгограде в 10 раз больше машин, чем в столице Таджикистана, Душанбе. Мы заезжаем, ну вроде как внутри мы уже города-то. Волгоград, тоже область. Но не столица же. Я не сравню поэтому с Москвой там, например. Туда начинаешь заезжать, там все время какие-то пробки, много-много-много-много машин. Розочки цветут вам. Вау. И тут вообще как танки. Потому что они привыкли, что машин мало. И переходят себе на здоровье. Да? Какой-то водоем. По-русски написано. Да. Продаж. Это жесть. Че? Большая машина поворачивала, что ли? Смотри, он еще на низкопрофильный. Так ты гаишник еще. 159, он Россия, да? А что они остановят? Документ просто проверят, наверное, и все. Даже если проверят, просто интересно было. Как это все будет происходить? Как он будет? Да, смотри. Национальный исследовательский университет. Блин, не успела, там птичку с ней. Который ходит выклинчивает у всех что-то под машинами. Мы застряли в пробке. Уже сколько? 15 минут? Я не знаю. Сидим. Время 10 минут уже. Все еще около этого здания стоим. Подвинулись на 5 метров. Не было машин, не было. Мы еще поражались. Что-то машин нету, странный город. Вот они все машины где. В Грузии так же, да? В пробке застряли. В Грузии так же? Рядышком. Балконов домов. В общем, мы приехали в Душанбе 5:30. Вообще приехали еще в 5 часов. Вот я снимала о том, что... Вот, да, мы должны были приехать в 5:02, что ли. А просидели в итоге полчаса в пробке в одном месте, около одного здания. И доехали до именно этого паспортного стола, где получают разрешение на въезд на Памирский тракт. 5:30 вот мы зашли, получается. И там, значит, трое сидят, я спрашиваю, а вы не знаете, где получать разрешение? Те говорят, типа, ну вот в этом окне. И я говорю, а вы не знаете, сколько стоит? Он такой,
Вот мы тоже здесь впервые, нет, ничего не знаем, тоже сейчас все будем узнавать. Я говорю, а сразу делаю? Он такой, не знаем, сейчас будем узнавать. Ну ладно, постояли такие, очередь. И вообще в интернете везде написано, что делают день. То есть всяко надо было бы... То есть мы были готовы переночевать здесь. Сейчас типа подать документы, возможно, например, и переночевать, и завтра там со скольки-нибудь подойти, получить эти документы. То есть мы абсолютно были к этому готовы. Я думаю, сейчас с паспортного с этого стола выйду и буду заниматься поисками какого-нибудь там жилья, гостевого дома и так далее. А мы что? Мы та-дам! Мы уже все сделали и едем на Памирский тракт. То есть в Душанбе ночевать нам больше, в принципе, незачем. Вот, нету никакого смысла и желания, по большому счету. Мы лучше переночуем в красивых местах Таджикистана. Вот, поэтому Вселенная решила, что нам надо идти дальше. Быстренько нам все оформили за 5 минут. Это заняло 5 минут. Заплатили 1900 там с чем-то рублей на двоих. Все, поняла. Сейчас найду, помаленько поснимаю Душанбе, ладно? А то когда мне будет еще возможность поснимать Душанбе? Да. Если закрыть на глаза на те пробки, которые были в центре там, причем только в одном месте сконцентрированы эти пробки, вот только в одном месте, больше вообще нигде нету. Весь остальной город спокойно ездит, нигде никто ничего не стоит, все хорошо, все отлично. Дороги широкие. Хорошие, да? Да. Мы выдвигаемся в сторону этого Куляб. Куляб называется следующее поселение, куда мы едем. Написано, что это торговый центр, а это, по сути, рыночек, по ходу дела, что ли. Че, мы не зашли? Че? Так пойдем спросим сигареты, что ты без понятия. А у вас сигареты не продают? Здесь прям хлеб продают, ничего себе, из окошечка. Вот здесь вот. Сколько это рублей все стоит? 18 самани. Там через наши гору, там Куляб, там пройдет, там дорога такие у нас там. Куляб, да? Через Куляб? Да. Да, вот мы тоже хотим. Ага. А перевале чуть холодно, там есть там один район есть, оттуда здесь спускаешь, и потом начинается там долина. Такой обычный колоритный кафе. Поснимаю немножечко душанбинские вечерние пробочки. И то, как они ездят. Не ездят. У каждой страны свой стиль вождения, говорит Сережа. Вот у Таджикистана вот такой вот. О, смотри, это выезд из города, да, что ли? Какой-то ты. Или опять платная дорога? А то Ну там... ладно, у них хоть дороги-то более-менее. Да, не говорила, что пусть будут платные, да, вот так вот, там по 200 рублей. По сколько мы последний раз заплатили? 5 самани? Это сколько? 40 рублей. Небольшие деньги, зато едешь с комфортом. 69 регион. А, урусы тоже, что ли? Тоже из России путешествуют люди. Я не думаю, что-то парень нормально едет такой. Ты Думаю. за ним пристроился, да? Ну, Типа наконец-то кто-то нормально едет. Вон еще урусы, смотри. Все на Памир. Мы сейчас заходили же в кафе, кушали. Две шаурпы, 2 тарелки шаурпы, лепешку и чай. Мы поели на 340 рублей. Вот, там за счет заведения что-то там еще парень такой говорит. Короче, на 40 самани. Это примерно 340-350 рублей. Вот, и это, я спрашиваю, есть ли у вас Wi-Fi? Парень такой говорит, не, нету. А до этого мы спрашивали, есть у вас где руку помыть? Не, нету.
а если у вас где-то в туалет сходить? Не, ничего нету. Я говорю, так вы тут про туалет тоже сказали, что нету. Может, Wi-Fi есть? Он такой заулыбался сразу. Говорит, есть, но я пароль не знаю. А там в углу парень сидел и кушал. И такой говорит, давайте я типа поделюсь. Говорит. И я говорю, да, поделитесь, пожалуйста, нам домой надо позвонить мамам. А то, говорю, 3 дня там на связь не выходили, волнуются. Он прям, тот тоже такой сподхватился быстренько. Ты видел, ты заметил? Сподхватился, подошел такой с телефоном и такой это. Но со своего типа, да вот тоже же можно раздать реально. Жалко, что ли? И все, тот в углу, который паренечек сидел, такой подошел там, там название сказал, пароль сказал. Все, ему позвонили мамам, хоть сообщили, где мы. Что это продают, не пойму я. Вишня. Не, вишню не надо. Вишню дома поедим. Персики сейчас купили. Капец, они какие сладкие. 25 саманей. Там был парень. Я попросила Сережу снять на видео. Сережа так и не заснял. Так вот парень в шляпе такой молоденький. И у него зеленющие глаза просто. Я спрашиваю, а вот тот джиг? Он говорит, да. Я говорю, почему глаза зеленые? Бедолага весь застеснялся. Аж дыни мне подарил. Ну как подарил? Впарил за 5 самани, он не дал просто сдачи, а дал на 5 самани это самое. 5 самани это где-то рублей 40. Я покажу. Вот она и дынька. Маленькая такая дынька. И целое ведро персиков. У них сейчас сезон, видимо. Они везде продаются. Капец, какие вкусные. Понюхай дыню. Вкусно? Мы покупали вчера. Тоже было вкусное. Но вчерашние были... вчерашний был узбекский, сегодня таджикский был уже. Так, у нас запиликала эта штука. Нам надо заправку, да? Сегодня был длинный день. Как, возможно, несколько дней, а то и недели вне путешествия. Очень много впечатлений, эмоций. И Таджикистан нам нравился однозначно. Мы выехали из Душанбе и начали искать место для ночлега. Долго не могли найти подходящее, чтобы было и красиво, и тихо. В итоге свернули с дороги, просто заехали на небольшую гору и, как у нас часто бывает в путешествии, легли спать уже когда было темно и вокруг ничего не видно.